Спасибо, Джанбек Булатбекович. У меня вообще-то обращение к коллегам, к прессе, да, я Семенбекович непосредственно персонально к вам. Вот я хочу сказать следующее, да, что до этого я считал, что все, которые переговоры проходили, что кто-то по дороге вот эту цепь желания построить на безвозмездной основе социальный объект, кто-то из ваших сотрудников прерывает. Но на эту минуту у меня нет никаких сомнений после нескольких ваших обещаний не сдержанных, которые вы не смогли сдержать, увы. У меня нет сомнений, что за всем этим ступором стоите непосредственно вы. А именно, почему? В доказательство моих слов. Вы постоянно говорите, я хочу, но что вы сделали для этого? Ровным счетом ничего. Выясняется, что никакой переписки у вас с Федерацией футбола нет. Вы ни разу не говорили, предоставьте тот или иной документ. Вы все это обсуждали устно и большей части со мной в присутствии наших коллег. Несколько раз вы обещали и говорили 10 дней, 20 дней. Последний раз мы с вами разговаривали, и вы дали согласие на командировку ваших вице-мэров и заместителя Бишкекской главной архитектуры, чтобы они увидели, как за границей развивается социальная, спортивная инфраструктура. Даже после этого вы умышленно вносите заведомо неисполнимые ни с вашей стороны, ни с другой стороны предложения. Например, такие как взять участок в Аламединском районе сельхозназначения. Во-первых, Аламединский район это не наша территория. Во-вторых, сельхозназначение это совершенно другая земля. Предлагаете земли в парковой зоне. Предлагаете земли 3,5 гектара, куда люди просто-напросто не поместятся, Семенович. Честно говоря, очень обидно наблюдать за таким процессом, когда президент страны проводит масштабную политику, социальную политику в стране, а мэры городов, конкретно я имею в виду вас, да, эту политику не поддерживают. Президент озвучивает, надо изыскать землю, надо построить спортивные социальные объекты на средства государства. Вот сейчас в процессе этот процесс идет. Но почему-то на грантовые средства, да, со стороны мэрии идет, со стороны вас непосредственно, идет конкретная блокировка данного вопроса. Вы как в начале года предложили 3 неосуществимых участка, так и их и предлагаете. Я думаю, что это очень неправильно, Алексей Валерьевич. Теперь вы последние дни, все эти дни коллеги ждали вашего решения, мэрии, чтобы этот проект осуществился. И до момента, я остро хочу отметить, что до момента, пока городской кенеш, пока Федерация футбола не была вынуждена обратиться в городской кенеш, да, после ваших сотен обещаний, это дело ни с какой точки не двигалось. Ни с какой. Теперь заведомо ложный, вводящий в заблуждение общественность, вы выносите пресс-релиз. Вы говорите, что не можете распоряжаться землей. У вас никто в распоряжение землю не просил. Вам говорит, дайте возможность построить на вашей, иначе говоря, муниципальной земле. Асад Абдуласович, 4 минуты. Минуту. Время. Да. Спасибо, 4 минуты дайте. Используйте, в общем, да, говорите в пресс-релизе такие вещи, которых в природе не существует. Вот коллеги правильно отметили. Кто и когда давал деньги, не видя проект, не видя территории и границы земли. А вы говорите, покажите сейчас деньги. Причем говорите, что вы запросили у Федерации футбола доказательства. Если ваши слова правдивы, пригласите сейчас Федерацию футбола. Во-первых, они готовы рассказать о проекте более подробно. Во-вторых, никакого обращения со стороны мэрии не было. А вы знаете, что это физически невозможно на эту секунду. Федерация футбола говорит, мы предоставим с ФИФА все документы. Дайте время, чтобы элементарно экспресс-почта, там, DHL или еще кто-то смог вам сделать доставку физическую. Иначе говоря, примеров много, я не хочу на них останавливаться. Все грантовые условия вы знаете. В письме Федерации футбола четко написано. Но вы в меморандум никакие такие вопросы не включаете. Иначе говоря, вы всячески пытаетесь заблокировать вопрос.
И самое обидное, Алексей Андреевич, что в любом случае всегда есть джентльменское соглашение. Наши коллеги уже дали интервью, все обрадовались, общество радуется, люди радуются. Лидер коалиции большинства сделал официальное заявление, который с вами проводил переговоры в присутствии нас всех. Но тем не менее, опять возникают новые обстоятельства. Уже Горкинеш на себя взял ответственность, дал протокольное поручение, готов был вынести свое постановление. Но мы сделали на сегодняшнюю минуту все, чтобы это не случилось. В связи с этим, уважаемые коллеги, я хочу зачитать решение фракции от 27 декабря 2019 года за номером 151-Ф. За неисполнение поручения президента страны президента Кыргызской республики Сооронбай Шариповича Жээнбекова, запятая, решение коалиции большинства, запятая, решение фракций и постоянных комиссий Бишкекского городского кеңеша из-за саботаж социального проекта фракция Республика Атажук Бишкекского городского кеңеша выражает вам, Азиз Эмельбекович, вотум недоверия. В связи с чем, Жанбек Болотбекович, прошу данный вопрос тоже поставить на голосование. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.